Главные события в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины участники СВО получают необходимую помощь. Врачи подбирают им индивидуальный план прохождения реабилитации. С начала этого года вырастет зарплату работников бюджетной сферы. Также увеличился и минимальный размер оплаты труда. Уже в этом году несколько десятков нерюнгринских семей улучшат свои жилищные условия, переехав из непригодного жилья в новые квартиры. Продолжается работа 28-й республиканской конференции «Шаг в будущее». В стенах СВФУ проходят секционные защиты проектов, проводится презентация подразделений университета. Рыжая лисица стала неожиданной гостьей местной жительницы. В течение месяца ее подкармливали, однако ей стала угрожать опасность. Переживая за животное, семья обратилась в мини-зоопарк. В Якутске подвели итоги работы Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии за 2023 год. Как отметил министр Дмитрий Лепчиков, в ушедшем году все запланированные работы завершены в срок. Для нужд северных и арктических улусов наземным путем доставлено 880 тысяч тонн или 102,8%. Водным транспортом перевезено порядка 2 миллионов тонн грузов, из которых 1 миллион 287 тысяч тонн являются жизнеобеспечивающими. Также благодаря заблаговременной подготовке и усилиям сотрудников весеннее половодье прошло без последствий. Принятые комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности позволили минимизировать лесные пожары и снизить показатели по техногенным пожарам. Также глава министерства и уполномоченный по правам человека Республики Сардана Гурьева подписали соглашение о сотрудничестве в области соблюдения и защиты прав и свобод человека. 2023 год, это, конечно, выполнен большой пласт работы. Это и связанные с завозом жизнеобеспечивающих грузов, реагирование на вызовы, связанные с паводкоопасным периодом, природными пожарами. Ну, а также большая работа проведена по задачам, те, которые стоят в рамках специальной военной операции. В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины участники СВО получают необходимую помощь. Врачи подбирают им индивидуальный план прохождения реабилитации в зависимости от их ранений и также не забывают уделять особое внимание психологическому здоровью бойцов. Подробности в следующем сюжете. Вернуться в строй участникам специальной военной операции помогают высококвалифицированные специалисты. Сначала пациенты проходят консультации врача по физической реабилитационной медицине, медицинского психолога, травматолога и по необходимости невролога и других специалистов. После этого бойцам назначается индивидуальный план реабилитации. Туда входит назначение физиолечения, электросон-терапии, альфа-капсула, какие-то седативные программы, медицинская психотерапия, лечебная физкультура. Туда входит упражнения по физической реабилитации, механотерапия, кинезитерапия, разработка суставов. Реабилитация осуществляется с помощью новейшего медицинского оборудования, которое Центр получил по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Оно позволяет ускорить процесс возвращения пациентов к бытовой и трудовой деятельности. У нас есть мотомеды, это аппараты роботизированные, механической разработки конечностей, так как у них чаще всего, у них получается нарушение опорно-двигательного аппарата, следствие различных травм, взрывных, минно-осколочных ранений. Также у нас применяется, это физиотерапия в широком, это у нас электросон есть, например. Так как у них на фоне постоянного стресса, нахождения в боевых условиях, нарушается сон. Есть лазерная установка, она помогает также участвовать в процессе заживления, регенерации тканей органов. С нами поделились информацией, что они не падают духом и усердно трудятся, чтобы поскорее вылечиться. Я хочу, конечно, отметить сильную волю, потом положительный настрой на выздоровление. Это имеет очень большое значение в лечении, особенно реабилитационной терапии. Поэтому характерологические особенности наших воинов лечение имеет, естественно, очень важное значение.
целом реабилитация длится 14 дней, после чего пациентов выписывают. По необходимости их могут направить на повторное прохождение лечения. За 2 года реабилитацию в центре прошли 148 участников специальной военной операции и 98 членов их семей. Из них 57 человек – это дети. Бойцов и их родственников стараются принимать вне очереди. Марина Захарова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. 80% региональных дорог республики, в том числе 5 ледовых переправ, открыты на сегодняшний день. По грузоподъемности до 30 тонн открыли дорогу в 7 участках на автозимниках Умнас, Булун, Арктика, Яна, Верхояне, Анабар и Лючинская. А до 40 тонн разрешено движение по автозимнику Алдан на участке поселка Хандыга, Тырыджи, Барики, Хая. Через реку Лену в участке Хатас-Павловск ориентировочная дата увеличения грузоподъемности до 40 тонн планируется 5-6 февраля. Благодаря устоявшимся погодным условиям, а также проведенной работе подрядной организации, возможно увеличение грузоподъемности ранее намеченных сроков. И у нас 12 января, в пятницу, планируется работа комиссии по определению толщины льда, состояния ледяного покрова. И уже на основании этой комиссии, работы этой комиссии будет принято решение. Несмотря на 40-градусные морозы, у нерубинских речников полным ходом идут работы по выморозке судов. Они уже готовятся к предстоящей навигации. Как говорят работники, успех уникальной технологии обеспечения судоремонта и подготовки флота как раз зависит от сильных морозов. Выморозка судов началась в декабре и завершается в начале марта. За это время работникам Вилюйского района водных путей и судоходства предстоит выморозить 8 единиц техники. Отмечается, что процедуру по выморозке судов во всем мире делают только в Якутии. Если своевременно не высвободить судно от ледяного плена, то речники рискуют потерять суда в период ледохода. Судов у нас для выморозки 8 единиц. Это и теплоходы, и это и баржи. Выморозка производится для того, чтобы своевременно суда вошли в навигацию 2024 года. Без остановки, бесперебойно, без аварийно, чтобы все было, как говорится, нормально перед навигацией это делается. Когда происходит выморозка, получается чаша такая, и вода там скапливается в том месте, и судно уже, когда лед, как правило, начинает отрываться, судно уже оказывается в воде. С начала этого года вырастят зарплаты у работников бюджетной сферы. Также увеличился минимальный размер оплаты труда, и если в прошлые периоды повышение МРОТ наблюдалось на уровне 5-7%, то в этот раз МРОТ вырос сразу на 18,5%. Тему продолжит Александр Хавренко. С 1 января в России сразу на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда и составил 19 242 рубля. В Якутии с учетом районного коэффициента размер МРОТ теперь равен 48 105 рублям, а в северных районах чуть меньше 54 тысяч. Кроме того, с 1 января произошло повышение размеров заработной платы для работников бюджетной сферы. Предусмотрели порядка 8,5 миллиардов рублей на повышение оплаты труда, именно уровень повышения только там, да. Из них 2,4 миллиарда рублей это телевики наши, да, которые попали майские указы нашего президента. Это касается в основном образования, здравоохранения, социальные наши работники. Также с 1 января повысилась и зарплата работников прочих категорий, в которые входят как и неквалифицированные рабочие, так и высококвалифицированные инженеры, юристы и бухгалтера. В прошлом году с 1 апреля повышали заработную плату. В этом году с 1 января 2024 года прочим категориям работникам должны повысить заработную плату и на 5,5%. Мы хотим, чтобы данную заработную плату направляли на окладную часть оплаты труда. И также мы будем вносить предложение о том, чтобы прочим категориям работников в дальнейшем тоже повысили заработную плату. Повышение минимального размера оплаты труда влечет за собой увеличение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. Увеличение МРОТ стало возможным благодаря майским указам президента Владимира Путина, и впервые увеличение МРОТ опережает темпы роста инфляции в стране. Александр Хавренко, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Уже в этом году несколько десятков нерубинских семей улучшат свои жилищные условия, переехав из непригодного жилья в новые квартиры. На строительной площадке двух новых многоэтажных домов побывала наша съемочная группа.
В Нерюнгринском районе продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в настоящее время в городе Нерюнгри ведется строительство 2 многоквартирных домов, в котором будут предоставлены квартиры гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде. В этом году мы планируем достройки 2 домов в квартале Р. Вы видите, активное строительство идет, в принципе. Сроки у нас достаточно такие были сжатые, но мы видим, что уже внутренние работы уже пошли и фасадные работы заканчиваются. К летнему периоду мы планируем к июню, надеюсь, это будет так, как и нам говорит застройщик, уже начать переселять граждан. Благоустроенное, оформленное жилье. Это первое. Второе, у нас активно будет снос домов в этом году, деревянной застройки, ветхой застройки. И к 2026 году, точнее к 2025 году, к концу 2025 года, по указу главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы должны закончить вообще вопрос с аварийным жильем, с ветхим аварийным жильем. Дома строятся по принципиально новой технологии, отличной от всех панельных жилых зданий Нерюнгри с учетом территориальной и геологической особенности района. Дома рассчитаны на 63 квартиры, каждый дом. Но в каждом доме по 13 квартир предназначены для детей-сирот еще. Вот. В связи с этим на 26 квартир у нас уменьшится. Также в этом году мы надеемся, что наш застройщик, сервис-интегратор, до конца года построит еще один дом, тоже 9-этажный, где также будет 50 квартир. Это по программе переселения и также для детей-сирот. Помимо этого, в Нерюнгри запланировано строительство арендного жилья. Обсуждаются проекты строительства домов для железнодорожных работников и ведутся переговоры о возобновлении строительства жилых зданий для сотрудников компании «Колмар». Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Благодаря совместной профилактической работе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, также добровольной пожарной охраны, в прошлом году в республике отмечается снижение пожаров на 6,2%. На данный момент установка дымовых пожарных извещателей в частных домах продолжается. Также планируются профилактические работы с детьми школьного возраста. Одним из положительных аспектов для обеспечения пожарной безопасности является оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями семей из социально незащищенных слоев населения. В 2023 году работники нашего учреждения активно принимали участие в социальной акции «Предупреди пожар, установи АДПИ». Так, с начала акции установлено 2045 АДПИ, охвачено более 2000 семей. АДПИ, если простым языком говорить, это прибор, работающий автономно от кроны батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении. Продолжается работа 28-й республиканской конференции «Шаг в будущее». Сегодня в стенах СВФУ проходят секционные защиты проектов, проводится презентация подразделений университета. Кроме того, во время круглого стола состоялось обсуждение на тему «Индивидуальный проект старшеклассника. Слагаемые успеха». Подробнее расскажет Вероника Таюрская. Республиканская конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» является трамплином для школьников Якутии в научный мир. Сегодня учащиеся представили научные исследования и проекты по 13 направлениям и по свыше чем 40 подсекциям. Сами работы эксперты оценивают по 5 разным критериям. Именно по географии подано было заявок более 40. Вчера всех мы выслушали. И из этих более 40 8 участников выступили онлайн. География очень широкая. И, можно сказать, почти из всех районов приняли участие. Очень много участников с наших северных районов. Темы тоже разнообразные. Восьмиклассник Айтал Винокуров озадачился проблемой обучения шрифту Брайля слабовидящих людей. Мой доклад называется «Лента знаний как средство обучения незрячих слабовидящих людей». Я занимаюсь этим докладом вроде бы 5 месяцев или 6. Я отобрался на республиканский тур. Незрячий человек учится вот таким вот образом, ощущая тактильные точки. 11-летний Аман Николаев, несмотря на свой возраст, уже думает о правильном накоплении денежных средств. Мой первый опыт накопления денег. Я там рассказываю, как я накопил свои первые деньги. Рассказываю о древних денег и откуда появились деньги.
После обеда прошел круглый стол, на котором участники обсудили с экспертами организацию проектной и исследовательской деятельности в школах. Как отметили организаторы, мероприятие проходит 8-й раз и организуется совместно с Институтом развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II. По требованиям обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, каждый старшеклассник, ученик 10-11 класса, должен защитить свой индивидуальный проект, который, экспертная оценка которого дает оценку достижения образовательных результатов как предметных, как метапредметных, так и личностных результатов. Третий день работы конференции пройдет защита докладов на английском языке и награждение победителей. Для педагогов проведут командный зачет и представят публичный отчет Малой академии наук Якутии. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Жилустан Иннокентьев, Якутск. 15 лет назад выходцы из села Русское Устье создали и юридически оформили свое общественное объединение. За время своего существования русскоустьинцы работают над сохранением самобытной культуры старожил Русской Арктики, знакомят жителей Якутии и Центральной России с историей, культурой и творчеством русскоустьинцев. Ансамбль «Розовая чайка» неоднократно выезжал на различные конкурсы и выступления в Москву, Нижний Новгород и другие города страны. Ежегодно по инициативе общественной организации в местности Усть-Хатын проводится праздник «Первая Путина». Организуем детские туры, выезд детей на летний отдых. Это за период своей деятельности у нас было таких 4 тура. Мы выезжали в Великий Новгород 2 раза, навели с ними, значит, такие связи. Выезжали в село Русское Устье, вывозили детей, показывали им, как живут сейчас там люди, как жили наши потомки, чтобы они знали, хотя бы услышали нашу речь, да, песни, сказки, музеи посмотрели, как воочию, как люди рыбачат и охотятся. В феврале в Алдане состоится республиканский слет юнармии. Ребята активно готовятся к боевым учениям, и каникулы стали для бойцов порой не только веселья и отдыха. Еще раз ребята испытали себя на казачьей елке. Их успехи оценили наши коллеги. В лучших традициях казаков отметили наступление Нового года юнармейцы. Праздник, организованный членами Алданского станичного казачества и командирами юнармии, прошел в стенах политехникума. Показательные выступления чередовались с соревнованиями и играми. Выполнить простые, на первый взгляд, задания оказалось очень непросто. Конечно же, в этот день звучали самые сердечные пожелания. Самый лучший подарок – это, конечно, это мирное небо. Это здоровье, здоровье всем окружающим, здоровье близким. Мир, как говорили наше детство, мир во всем мире. Новый год – это пора не только веселья. На пороге наступающего новолетия принято подводить итоги и воздавать дань уважения людям, благодаря которым продолжается жизнь. Минутой молчания студенты и их наставники почтили память тех, кто на полях сражений отдал жизнь за мир и спокойствие современников и потомков. Хотелось бы вспомнить тех, кто дал нам такую возможность, кто отстоял наши права и свободы и во время Великой Отечественной войны, и выполняя спецоперацию. Казачья елка стала для юных защитников Родины не только праздником, но и очередной тренировкой. В ближайшие недели ребятам предстоит проявить максимум упорства и труда. Юнармейцы готовятся к республиканскому слету, который состоится в феврале на базе Алданского политехникума. Впервые такой слет был проведен в прошлом году, и он имеет все шансы стать традиционным. Да, он себя прекрасно зарекомендовал, но после прошлого слета мы проделали работу над ошибками, скажем так. Я думаю, будущий слет будет намного красочней, эффективней и намного занимательней. Ожидается, что в слете примут участие юнармейцы из разных районов Якутии. Учений, на которых все будет по-настоящему, ребята ждут с нетерпением и готовятся к ним серьезно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Определились лауреаты премии Союза журналистов Якутии. Лучшим интернет-изданием года стал портал «Улус Медиа». Обладателем главной премии «Золотое перо» стала Анисия Ивлева, ведущий библиограф Национальной библиотеки республики. Премию «Золотой микрофон» присвоили Алексею Семенову, ведущему информационных программ «Саха-Сирия-Якутия» дирекции телеканала «Якутия-24» НВК «Саха». В номинации «Дебют года» отмечена Саина Титова, корреспондент ЕСИА. Виктория Сергеева, заместитель главного редактора ЕСИА, стала обладателем номинации «Дизайн года».
Используй правильные источники света, выбирай экологичные поездки. Природа Якутии – наше сокровище. 6 баннеров с короткими и полезными тезисами Экоцентрал РОС разместил на зданиях алмазной столицы, чтобы привлечь внимание мирнинцев к бережливому отношению к природным ресурсам. Проходя мимо здания института Якутнепроалмаз, горожане узнают, сколько энергии потребляют лампы накаливания и люминесцентные. Это просто у нас на основании социально-экологических мероприятий на 23-й год экологического центра. Привлечение внимания населения к экологическим проблемам, чтобы они начали экономить, бережно относились к природе, чтобы экологическая культура повышалась. Еще 3 баннера, посвященных экологии, разместят в Айхале, Удачном и Накыне. В декабре прошлого года социальные сети заполнила невероятная новогодняя история. Рыжая лисица стала неожиданной гостьей местной жительницы. Любопытное животное с ошейником стало бесстрашно скрестись в окошко и просить еду. В течение месяца ее подкармливали, однако ей стала угрожать опасность. Переживая за животное, семья обратилась в мини-зоопарк «Зоополис». Как сейчас обстоят дела у лисицы и какие еще животные обитают в зоопарке, расскажет Даяна Федорова. Рыжей лисице около 2 лет. Из-за того, что она сейчас сильно напугана и кусается, точный возраст определить сложно. Когда в мессенджерах впервые появилась информация о ней, хозяева дали о себе знать, однако по сей день так и не предприняли никаких действий. Вероятно, это обусловлено тем, что Верховный суд Российской Федерации запретил заводить представителей животного мира в качестве домашних питомцев в соответствии со статьей 26 Федерального закона о животном мире. Сейчас лиса находится на карантине и ждет своих хозяев. Помимо нее в зоопарке живут еще 3 лисы. За моей спиной находятся лисы Афина и Лися. Афине около 2 лет, а Лися чуть младше нее. Карантин будет длиться порядка 2 недель. В зоопарке лиса освоилась и даже уже кусается, охраняя свое личное пространство. После карантина сотрудники зоопарка хотят поместить ее в один вольер вместе с Афиной и Лисей. Для выявления всех болезней должен пройти инкубационный период, чаще всего это 2 недели. Она будет у нас здесь находиться, пока либо не объявится хозяин, либо она остается у нас здесь навсегда жить. В зоопарке живут порядка 100 представителей животного мира, в том числе вороны, выпьи, коршуны. Их принесли неравнодушные горожане, которые нашли их случайно. У них были сломаны крылья, однако после продолжительного курса лечения их здоровью ничего не угрожает. Специалисты отметили, что они плохо летают, поэтому в дикую природу коршуны уже не попадут. В природу они уже не попадут в силу того, что они там не выживут из-за состояния физического, то есть они не смогут. Маленькому у нас примерно где-то полгодика и взрослому где-то 2 года. То есть взрослого зовут Саурон, а второму имени мы пока что не придумали, мы думаем над этим. Зоополис принимает и выхаживает питомцев, попавших в беду, и нередко становится для них домом. В основном же животных для контактного зоопарка заказывают из разных зоопарков и питомников. В истории лисицы надо надеяться на счастливый финал. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.